мероприятий. Благодарю наших постоянных партнеров, Коми-научный центр, Уральского отделения РАН, Сыктывкарский лесной институт, который также открыли свои площадки в рамках данного фестиваля. В этом году мы расширили круг адресантов фестиваля. Специальные события организованы не только для ученых, преподавателей, студентов, школьников, но и для профессионалов отраслей образования, для представителей бизнеса, представителей органов власти и управления. И, безусловно, мы предлагаем жителям Сыктывкара принять участие в открытых лекциях, которые пройдут в рамках этого фестиваля, научных шоу, мастер-классах. В прошлом году, слушайтесь только в эти цифры, в прошлом году фестиваль науки посетило более 3000 участников. И я уверена, что в этом году количество участников главного научно-образовательного события, безусловно, будет больше. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в дни фестиваля в нашем университете будет проходить первый всероссийский географический диктант. Поэтому, уважаемые друзья, 1 ноября в 12 часов в главном корпусе нашего университета состоится этот диктант, который вы знаете, что он проходит по всей стране. Мы являемся площадкой, на которой этот географический диктант проходит. Я всех вас приглашаю попробовать свои силы. Также важным и интересным событием считаю открытие наших новых лабораторий, научно-образовательного центра чрезвычайных ситуаций и основ безопасности жизнедеятельности, научно-образовательного центра психодиагностики и гармоничного развития личности, научно-технической лаборатории «Сталкер», лаборатории прототипирования и многих других. Научные результаты ряда лабораторий получили высокую оценку на международном уровне. И вот буквально позавчера состоялся в Москве российско-китайский круглый стол по сотрудничеству в области высоких технологий и инноваций, и были представлены наши проекты «Цитадель», аппаратно-программный комплекс мониторинга, прогнозирования, аналитики, предупреждения правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагирования на них, и аппаратно-программный комплекс аналитики и безопасности информационного пространства государства. Эти проекты прошли жесточайший отбор и вошли в число 30 российских проектов, которые были представлены нашим китайским партнерам. Дорогие друзья, вы, безусловно, сможете 19 ноября познакомиться с этими проектами. Это будет очень интересно и, я думаю, весьма любопытно. И, может быть, кто-то из наших студентов и даже из школьников, потому что возможность такая будет, соответственно, для себя скажут: я готов и буду заниматься наукой. Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы как можно большее число наших инновационных проектов были успешными. Один из способов подготовки молодых инноваторов – это программа «УНИК». В этом году более половины проектов, прошедшие отборы и допущенных к защите, это проекты университета. Немаловажная заслуга в этом – это работа экспертов и клуба умников Сыктывкарского университета. Уровень и научные амбиции наших умников растут. Они участвуют не только в традиционных региональных научных мероприятиях, но и в экспертных сессиях Открытого института Сколково, Международном форуме «Открытые инновации», стартап-конференции «Стартап и Village» и других. Таким образом, не только реализуются современные инновационные решения, но и формируется репутация нашего вуза как крупного федерального инновационно-образовательного центра перспективных научно-инновационных направлений. Поэтому, уважаемые друзья, я желаю всем нашим умникам удачи, и пусть победят самые достойные. А всем участникам фестиваля наук я желаю собственных небольших открытий и интересных событий. Спасибо. Спасибо, Марина Викторовна. Приветствовать вас на нашем сегодняшнем мероприятии. Это у нас уже 7-й республиканский научно-практический форум. За период существования с 2012 года было отобрано 67 победителей, и за счет средств фонда Бортника выплачено порядка 26,8 миллионов рублей. Крайне важно, что в республике есть молодые люди, которые поверили в свои силы и активно продвигают собственные проекты. Надеюсь, что результаты ваших работ найдут свое практическое применение и, возможно, дальнейшее развитие уже в рамках проектов «СТАР». Наша республика, как вы знаете, имеет значительный
потенциал инновационного развития, который определяется наличием вузов самого широкого профиля, авторитетных научных школ на базе Российской академии наук, сложившимися связями вузов с производством и академической наукой. Важно, что на площадке нашего форума молодые люди могут показать свой научный потенциал и профессионализм, который будет востребован и в дальнейшем в науке и на производстве нашей республики. Желаю всем участникам уверенности в своих силах, творческого вдохновения, интересных открытий и успешного претворения в жизнь ваших замыслов и ваших творческих проектов. И еще у меня есть очень почетная миссия вручить почетную грамоту Министерства экономического развития Республики Коми за многолетнее сотрудничество и значительный вклад в развитие задач в области экономической политики директору Фонда поддержки науки и инноваций Республики Коми Флепчуку Виктору Владимировичу. Спасибо. Спасибо, Алексей Анатольевич. Транспорта Республики Коми Гибиш Александру Анатольевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне всех вас поприветствовать от имени Министерства развития промышленности и транспорта. Действительно, третий год проходит это мероприятие, и отрадно, что с каждым годом количество участников увеличивается. Каждый из вас стал на интересную дорогу, которая называется инновация. Сегодняшнее мероприятие – это один из очередных шагов в вашем пути в этом направлении. Безусловно, от развития инноваций, от того, как много новых идей будет появляться, так скажем, в головах молодежи, вообще всех, в принципе, и от того, насколько успешно они будут внедряться в практику, будет зависеть и успешность и социального, и экономического развития и нашего региона, и нашей страны в целом. Вы большие молодцы. Я хотел бы каждому из вас пожелать удачи, не огорчаться, если в этот раз что-то, может быть, не получится, ни в коем случае не бросать свою исследовательскую, креативную вот эту жилку и с напорством продолжать эту работу. Ну, я надеюсь, что у всех у вас будет крепкое здоровье, чтобы этот путь и дальше вы могли идти уверенно, ну и по возможности быстро. Всем удачи и успехов! Спасибо, Александр Анатольевич. Ну а мы приглашаем к микрофону кандидата биологических наук, заместитель директора Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Чадина Ивана Федоровича. Очень приятно очередной раз приветствовать участников Республиканского научно-практического форума, участников программы «Умник». Да, в этом году очень необычно много заявок. Но сразу скажу, как эксперт смотрел их и видел, что не все заявки одинаково высокого уровня. Но, может, мне показалось, но мне кажется, что те заявки, где было указано, что в качестве партнеров выступает один из институтов Коми научного центра, уровень этих заявок был повыше. От всей души приглашаю в институты, и в свой институт, институт биологии, и в другие институты Коми научного центра, участников будущих или действующих умника. Результат, как бы вас увидите, результат будет другой. Профессионализм ваш вырастет. Пока есть такая возможность, надо ей пользоваться. По поводу участия в сегодняшнем мероприятии хочу сказать, что те, кто победят сегодня, чтобы не сильно радовались, потому что победа это только начало, еще 2 года впереди работы, надо получить результат, а это гораздо сложнее, чем успешно выступить. А тем, кто сегодня не получит желаемые награды, победы, участие в конкурсе, надо не сильно расстраиваться, потому что тут очень атмосфера очень доброжелательная. Может, вам кажется, что она строгая там, и предвзятая, на самом деле очень доброжелательная. И главное, как в компьютерной игре, здесь можно сохраниться и перейти на следующий уровень с этого сейва и начать снова и снова выиграть. Таких случаев я на своей памяти как эксперт помню не один и не 2. Так что все получится. Успехов! Спасибо, Иван Федорович.
Ну а мы встречаем артистов бурными аплодисментами. Ваши аплодисменты. Школа танцев «Империя». Слово предоставляется кандидату химических наук, доценту, старшему научному сотруднику Института химии Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук Ситникову Петру Александровичу. Друзья, листая сейчас ВКонтакте, мне понравилась очень фраза, что не приживается у нас асфальт, отторгает его русская земля. Вот в этой связи инновация и инноваторы, они вроде как приживаются. Количество заявок, оно как раз свидетельствует о том, что и уровень инноваторов растет, и желающих что-то внедрить растет. И в этой связи хотелось бы заметить, что, подав заявку на умник, вы затронули только вершину айсберга тех возможностей, которые может предоставить фонд. То есть в рамках программы «Умник» вы получаете по 200 тысяч рублей в течение 2 лет. Затем вы можете перейти в программу «На старт». Это уже 2 миллиона рублей. И с каждым годом сумма будет расти на 1 миллион. Затем в фонде есть еще множество различных программ, в которых уровень поддержки уже существенно больше. Это и 15, и 20 миллионов рублей. Все зависит от того, там есть специфические моменты, но я думаю, что вот для тех, кто хочет что-то достичь, нет ничего невозможного и недосягаемого. Поэтому, друзья, успехов вам и творите. Спасибо, Петр Александрович. Ну а слово предоставляется представителю Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Республике Коми, директору ООО «Инновация» Филипчук Виктору Владимировичу. Всем добрый день. А мне презентацию надо включить.
по итогам, вот сейчас я 6-й раз выступаю, а так 7 раз, да выключите микрофон, я громче так говорю. У нас 7-е мероприятие проходит, и 6 раз я подвожу итог, чего достигли умники, начиная количество, качество экспертиз, количество пройденных экспертиз, качество пройденных вообще материалов и в целом. Поэтому я всегда готовлю презентацию, вы еще проектор включили, так лучше показывать, я слышал. То есть так будет лучше всем понятно и наглядно. Я провожу некую статистику с предыдущих периодов и сейчас. Ну что я давайте в целом скажу, пока сейчас все включается. Ну прежде всего, то, что вы дошли уже 45 выступающих, которые будут в течение 2 дней защищаться, это уже большой плюс. Вот здесь эксперты сказали, что на самом деле это вершина айсберга. Я говорю, это только не ступенька даже, а вы подошли к этому дому, порог. Это только первый самый порог, куда идти. Потому что на территории Российской Федерации нет больше никаких программ, чтобы поддерживать молодежь материально. 500 000 рублей, 400 000 в течение 2 лет. То есть это на самом деле больше ничего нет. Мы тут с Министерством экономического развития как-то сидели, рассуждали и смотрели, искали. На территории Российской Федерации около 20 институтов развития, ну так в кавычках мы и называем. То есть на самом деле на начальном периоде ни у кого ничего нет. Грамоту дадут, где-то пропиарят, различные мероприятия проведут. Но когда помочь на финансирование, помочь то же самое съездить на выставку, на мероприятие, но нет программ на территории Российской Федерации. Поэтому я вам скажу, там умник написано, как раз число сегодняшнее написано. Буду искать. На рабочем столе. Вот. Все, молодцы. Всем 5. Когда вы доходите до этого момента, наступает... Я сам наступлю. Года, в течение 2015 года и последующее время все мероприятия по программе «Умник» будут проходить в 2 этапа. Первый этап – экспертиза в системе. Экспертиза в системе. Количество поданных заявок, вот тут Марина Дмитриевна одну цифру сказала, есть еще другие цифры. На самом деле, я не считаю те заявки, которые 2 раза подавались. То есть 2 раза подался, а ничего не сделал с ними. Вообще общее количество 195. Но я уже убрал часть, потому что некоторые эксперты мне просто вернули и сказали, это что вообще? Это заявка или не заявка? Ну хорошо. Общее где-то было 182, 183. Но количество заявок, которые вообще реально возможно было хотя бы посмотреть, их было на самом деле 162. Вот вы здесь видите, на какое количество было, по каким направлениям больше всего подано. Ну, несравненно, это информационные технологии у нас уже это... 7-й раз эта программа «Умник», 7-й раз у нас такое количество больше всего заявляется. Что удивительно, это, конечно же, медицина. Но я хочу сказать, что это, конечно, большая заслуга проходит медицинского института. Хотя я прекрасно понимаю, если бы у нас был бы медицинский институт Уральской академии наук, у нас было бы в 2 раза больше, конечно, там. Я помню, когда в 2012 году я сказал, и сейчас повторюсь, мое личное мнение с точки зрения инноваций, это все-таки химия, физика и медицина. Это мое личное мнение. Но фонд решает, что 5 направлений, которые вы все слышали и все знаете, не буду повторять. Но мое личное мнение, поэтому вот медицина и все, что связано с химией и с физикой, тот же самый асфальт, который было сказано у всех осколов на глазах, это, конечно же, будущее, где мы должны больше всего черпать. Здесь представлена информация о тех учебных заведениях и о тех структур, которые студенты написали, что они там находятся и заявляются. Я сколько мог вытащил информацию, и вот здесь представил, даже нашел эмблемы. Я надеюсь, правильные эмблемы я нашел, искал, конечно, ну, прекрасно посмотреть, что почти все затронуты Республики Коми. Почти все. То есть, я как понимаю, в прошлый раз у нас немножко было больше, у нас в прошлый раз училище пошли, в этот раз у нас только Воркутинский горный экономический колледж. Вот единственный, кто у нас заявился, то есть те, которые ребята будут выступать. Что касается прекрасно, что вот эти заявки 131, то есть это 131 экспертизу, которую провели эксперты, вот, по которым вынесено решение.
То есть их можно было реально хотя бы оценить, от начиная там минимального балла и заканчивая очень высокий. Очень высокий балл у нас почему-то был, не поверите, по какому направлению. Почему-то все эксперты единодушно. По направлению биотехнологий. Удивительно, да? То есть, вот, ну, я смотрел и вот изучал, то есть, получается только вот это. Эксперты. Что касается экспертов, было проведено 1124 экспертизы. Теперь вдумайтесь, сколько нужно было оценить. Мне один эксперт пришел и сказал: Виктор Владимирович, может быть, все-таки надо хотя бы дней за 10 остановить прием заявок, и потом, чтобы эксперты в течение 10 дней провели экспертизу. А то получалось, сзади надо было проводить в большом количестве заявки. У нас очень сильно поработали вот по этим направлениям, вот именно в этом 7-м финальном мероприятии эксперты от бизнеса. Я им предоставил возможность все посмотреть заявки. У нас есть эксперты, которые просмотрели 131 заявку. А одну заявку посмотреть, даже бегло, это 10 минут. Просто посмотреть. А чтобы почитать, изучить и еще проникнуться ей, это уходит очень много. Вот теперь представьте, сколько они оценили. Я хочу здесь подчеркнуть экспертов, которые провели очень усиленную работу. Это прежде всего с медицинского института. Андрей Владимирович, встаньте, пожалуйста, чтобы вас видели, кто вас не знает. Константин Викторович, встаньте, пожалуйста. Ну, Петр Александрович, вы уже выступали, вас тут видели. То есть, кто заявку просмотрел, больше всего возмущался и написал столько комментариев. Ну, Леонид, встаньте, пожалуйста. Очень можно посмотреть, очень внимательно, кропотливо смотрит заявку. Вообще все эксперты очень хорошо работали. Вот Якубов Эмин Зафарович на данный момент просто заболел, и сегодня его не будет. Вот так вот, к сожалению, случилось. Но Эмин, я понимаю, что он был в разъездах, он и то находил время и смотрел, изучал заявки. Это Уктинский государственный технический университет. Очень кропотливо Эмин занимался этим. Ну, на данный момент просто его сегодня здесь нет, поэтому, ну, так сложилось, я за него скажу. Молодец. Финальный отбор. Можете сравнить первое полугодие 2015 года, вот есть сравнение по таблицам, и 2015 график, видно, что у нас медицина насколько сильно ушла. То есть как это было, да, то есть биотехнологии в среднем одинаково, приборы в среднем как-то вот одинаково происходят, но вот медицина очень резкий скачок. Завтра у нас целый день мы будем слушать только одну медицину, то есть у нас столько проектов. Ну и последний мой слайд, тут уже было сегодня сказано, и повторюсь, все не могут быть умниками. Всегда происходит реальный отсев. Всегда очень видно, как вы выступаете. Ну, прав Иван Федорович, даже получив деньги, не смысл получения денег. Что вы дальше будете делать? Что вы в течение 2 лет, а 2 года это только отчет за эти 400 тысяч рублей. Вот сегодня, когда у нас сейчас с вами выступление, это все закончится, здесь будут выступать умники, мы их шутку называем второгодники, которые переходят на 2-й год. Вот здесь будут презентовать. Поэтому всем большое спасибо. Спасибо, что нашли силы, время и желание эксперты столько проводить работу, потому что работа не началась в сентябре. У нас были заявки поданы еще в августе. То есть у нас некоторые эксперты в августе все заявки оценивают. Поэтому всем спасибо и нам сейчас хорошей работы. Большое спасибо, Виктор Владимирович. Проектов. И самые лучшие из них получат финансовую поддержку. От успешности реализации проектов зависит будущее наших вузов, будущее Республики Коми и будущее нашей страны. Кто, если не мы? На что мы способны?
научно-практический форум «Инновационные технологии. Основа развития экономики» объявляется открытым. Всем спасибо. Уважаемые гости, участники, сейчас мы переходим к нашему первому мероприятию. Это заслушивание отчетов ребят, которые приходят на второй год. Поэтому мы сейчас 2 минуты буквально сделаем оргмоменты, для того, чтобы экспертов в столы поставить. Умники, которые выступают, готовьтесь. Там, где у нас стоит ноутбук, подходите с презентациями, скидывайте. А все остальные, кто хочет посмотреть, ну, оставайтесь. Приложение для мобильного устройства, а также само мобильное устройство, которое покупается отдельно от потребителя. Я предлагаю свести сложный технический поиск загруженных устройств к нескольким простым измерениям. Устройство само предложит вам сектор, в котором располагается жучок. На данном слайде вы можете увидеть, как развивался проект, то есть с самого начала. На первых этапах это было нечто такое. На конечном этапе вы видите следующее устройство. Вот, на планшете запущена демонстрационная программа, позволяющая продемонстрировать работу устройства. Также хотелось бы отметить, что данный проект был отмечен дипломом в городе Ухте на молодежном форуме. Обратите внимание, у устройства имеются 2 сенсорные клавиши для удобного использования. На следующем слайде вы можете видеть внутреннее устройство детектора. Он состоит из 4 частей. Подводя итоги первого года работы по программе «Умник», хочется сказать, что все поставленные задачи на первый год были выполнены, а цель по достижению, по разработке детектора поля была достигнута. Однако остаются нерешенными задачи, запланированные на второй год, такие как разработка приложения для мобильного устройства, а также реализация всех заявленных видов поиска закладных устройств. Кроме того, работа над проектом после окончания программы «Умник» не будет завершена. Планируется развитие данной технологии и внедрение новых датчиков, таких как датчики температуры, влажности, возможно, дозиметры для развития этой отрасли, то есть прикладные устройства к мобильным девайсам. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Вопросы, эксперты? Оценка рынка. Оценку рынка делал не первый защитил, решил в эту презентацию. Нет, честно скажи, кого-то где-то искал, с кем-то общался? Честно скажу, нет. Участвовал в конференциях. Уважаемые участники, приглашаем следующего выступающего. Это Квочкин Дмитрий Олегович. Я хочу вам представить отчет по первому году работы по разработке информационной системы инвестиционной лаборатории. Значит, разрабатываемый продукт – это определенная информационная система на базе клиент-серверной архитектуры. Непосредственно сам продукт – это функциональный веб-сайт и некоторое программное обеспечение для серверной стороны, обеспечивающее согласованное управление разнородным оборудованием,
реализации некоторого простейшего эксперимента. В данном случае эксперимент ультразвукового сканирования помещения, ну, пространства вообще в целом. В данном случае показывал макет ультразвукового сканирования, и в общем виде собрана вот такая вот маленькая система. Да? И управление этой системой производилось с помощью